Никто дикорастущей коноплей, особенно с точки зрения фармакологии, никто не занимается. Да не то, что в Казахстане, в мире. Дикорастущая конопля очень сложна для переработки. У нее есть очень большие особенности. И мы считаем, что у нее есть очень большой фармацевтический потенциал. Есть определенный сильный, я так подозреваю, эффект в болеутолении именно для тех, кто страдает после химиотерапии, больных раком. Она делится на две основных части: промышленная и наркотикосодержащая. Граница прокуратуры установлена сейчас 0,3% тетрагидроканнабинола. В листве, в стебле он в нашей чуйской, вот то, что мы просмотрели для себя, минимально где-то 4%. То есть он в 10 раз больше, чем разрешено государством. Поэтому, если вас ловят с такой коноплей, то вы внесете уголовную ответственность. Смотрите, вначале, чтобы лекарство было зарегистрировано в стране, надо создать соответствующее регистрационное досье. Но так как, допустим, в фармакопее Казахстана нет такой травы, то есть вы сначала столкнетесь с травой. Траву надо как-то легализовать. Это же все равно потенциал, это же возможности, понимаете? Для этого нужно усовершенствовать законодательство. Нет, для этого нужна просто вещь, которая называется политическая воля.